se, jer drugi neće za tebe. Kreni hrabro i bori se, jer žele da te unište. Kreni hrabro i bori se, do konačne pobjede. Kreni hrabro i konačno kreni sam. Sam protiv svih, sam protiv svih, sam protiv svih, sam protiv svih, sam protiv. Я вас категорически приветствую, мои уважаемые зрители. Проект «Адвокатские хроники», выпуск 3319. И я очень рад вас приветствовать. И если вы уделили несколько минут специально нашему репортажу небольшому, посвященному одному весьма интересному делу, а именно дисциплинарной практике Адвокатской палаты Республики Мордовия, которая, на мой взгляд, в данной ситуации вполне описывается одним правильным русским словом. Я, пожалуй, вам его покажу, но, наверное, все-таки даже рискну озвучить. Правильное русское слово. Долбоебы! Все-таки, великий могучий русский язык. И, собственно говоря, приятно вот так от всей души охарактеризовать ту или иную ситуацию. Значит, кратко, емко и коротко. Но, мои уважаемые, дабы не быть голословным, я все-таки расскажу о этой самой ситуации, в связи с которой нашему потрясающему адвокату Адвокатской палаты Республики Мордовия вот эта самая организованная кучка долбоебов прекратила статус адвоката, хотя вот они-то себе статус адвоката и никогда добровольно не прекратят. Что они, долбоебы, что ли, в конце концов, да? Значит, ситуация какая? Начну я вас, пожалуй, знакомить с этим потрясающим, как раз вписываюсь, с этим потрясающим делом, которое мы с вами сейчас и разберем. Итак, значит, решением по делу, значит, я вам обещал, вы помните, по делу, по иску адвоката Волкова Дмитрия Ивановича от 25 июля 2019 года под председательством Зинаиды Васильевны Крысиной было отказано в иске адвоката Волкова, и исковые требования были, значит, оставлены без удовлетворения. Восстановление статуса было отказано. Суть ситуации я вам обещал рассказать и показать. Смотрите, какой, мои уважаемые зрители, момент. Дело в том, что сами возражения на 18 листах. Всяконтявь. По-мордовски всякая ерунда, если сказать по-русски, всякая хуйня. Почему? Потому что ну как вот описать всякую хуйню? Она хуйня, она и есть хуйня. Она может быть большая, может быть маленькая. Но в этой ситуации, безусловно, оценивать бред сложно. Бред связан с чем? С тем, что за большими юридическими конструкциями, по сути дела, нет никакого состава. То есть для человека, который не занимается юриспруденцией, красивые, наукообразные юридические слова могут казаться, ну, как заклинание. А на самом деле это пустой звук. Просто пустой звук и никакого значения содержания не имеет. Но тем не менее, последствия вполне реальные. Почему? Потому что если дурак, точнее дураки, облеченные властью, могут применять силу, это нет ничего страшного в этом. Мотивировать, ну, отбиться от дураков словом уже, ну, наверное, очень сложно в этой ситуации. Единственное, что остается, очень тщательно и грамотно анализировать и доводить до сведения широкой общественности, что король-то у нас дурак. Если нельзя сказать, что он голый, то можно сказать, что он дурак. И подтвердить это, расшифровывая этот бред. Бред на самом деле можно пытаться расшифровать. Психиатр утверждает, что это психопродукция. Ну, вы можете сказать, Геннадьевич, а сам-то? Ну, если вам интересно, вы до сих пор смотрите это видео, значит, не все так просто. Итак, давайте посмотрим кратенько. Я специально для вас возражение, значит, так, это у нас, да, вот эти самые большие возражения за подписью, значит, голого короля.
Да я могу, в принципе, прямо его назвать. Главного адвокатского футболиста, он же долбоеб, может подать на меня в суд, сказать, что Сергей Геннадьевич, это было оскорбление. Я посмотрю, как мы продолжим с вами веселиться в судах Республики Мордовия. Ну, я однозначно продолжу, потому что дураков боятся, значит, что тут можно сказать? Ну, тогда и жить совсем неинтересно. Жить тогда совсем страшно, я бы так сказал. Значит, перечень страшных деяний адвоката Волкова, которые, значит, послужили основанием для прекращения ему статуса этой кучкой долбоебов. Я могу их поименно, конечно, назвать конкретно. То есть это Круглов, Амелин, без обид Руслан Рафикович Смакаев. В этой ситуации вы их соучастник, соответственно, вы сторонник долбоебов. Вот. Кто там еще голосовал в Конституционной комиссии? Шумилкина Светлана Владимировна, значит, рузаевская адвокатесса. Я думаю, мы с вами еще встретимся и поговорим обстоятельно по этому поводу. Не только по этому поводу. Вот они доводы. 18 позиций, факты, которые ему вменяют адвокату Волкову Владимиру Ивановичу, что якобы послужило основанием для прекращения ему статуса. Это не якобы, а на самом деле послужило. Я их сформулировал, буквально кратенько. Вы сейчас их видите. То есть список, скажем так, адвокатских проступков. 6 пунктов у меня получилось. Это наличие задолженности по обязательным взносам и по целевым отчислениям. Это 3 и 9 пункты из перечня установленных квалификационной комиссией фактов. Вот они, вы можете их видеть. То есть имел задолженность там буквально в 3 месяца. Дальше. Недостаточно повысил квалификацию. Они считают, что, знаете, мои уважаемые, это просто парадоксально. У Дмитрия Ивановича Волкова просто феноменальный опыт. Уникальнейший опыт вообще для Республики Мордовия. Мне бы, конечно, очень хотелось бы вот для нашей историографии адвокатской палаты, адвокатуры, новейшей истории записать, обстоятельно с ним поговорить. В частности, он был в свое время, Дмитрий Иванович, в составе следственной бригады Генеральной прокуратуры, следователи, тогда они еще были при Генеральной прокуратуре следственные подразделения следствия, и в составе, который занимался расследованием событий октября 1993 года. Это уникальнейший просто человек с уникальнейшим опытом и, значит, вот это позорное решение, которое я имею все основания называть долбоебическими, вещи надо называть своими именами, показателем феноменального долбоебизма, вот, да, то есть, дабы не повторяться синонимично. Ну так нельзя, я процитирую, значит, главного адвокатского футболиста в его правилах. Ну что делать? Факт есть факт, решение было вынесено, Зинаида Васильевна поддержала решение долбоебов. Ну вот после этого говорить об уважении к конкретно судебной власти по поводу скандализации, то есть то, о чем судья Момотов предупреждает: не скандализируйте правосудие. Ну вы сами смешите людей. Просто понятное дело, что обыватели, они не понимают вот специфики адвокатской работы, многие моменты судейской работы, вот механизмов правосудия. Вот, где у меня вот эта потрясающая книга, она у меня куда? Вот она. То есть вот эта потрясающая книга, значит, Европейского института Тимура Бочарова и Екатерины Моисеевой «Быть адвокатом в России». Я ее всегда рекомендовал, всем рекомендую эту книгу для чтения, особенно начинающим адвокатам. Почему? Потому что она говорит о этой сложной специфике нашей работы, юридической работы. И почему адвокат всегда находится между молотом и наковальней, то есть между интересами клиента, который очень сложно защищать, своей институциональной слабостью. На самом деле у нас нет состязательного процесса, у нас, как адвокаты иронизируют, истязательный процесс. И, значит, умением прежде всего
грамотно договариваться с процессуально сильными противниками, то есть силовой, финансовый, аппаратный и прочий ресурс у нашего государства, он есть. Наше государство, по сути дела, полицейское. Режим у нас полицейский. Мы с вами все это прекрасно понимаем, но ну как вот воевать с этим государством? Ребята из Росгвардии, ну, я не знаю, как там в Москве, но я многих знаю лично. Мне что, с ними идти драться? Ну, это опять же несерьезно. Это к вопросу о сложных политических моментах. А вот набить морду своим коллегам-долбоебам, адвокатам прежде всего, я думаю, что можно было бы, но опять же это не решение, понимаете? Такой вот момент. Ладно, давайте вернемся все-таки. Время-то идет, мне хотелось бы покороче. По поводу квалификации я вообще не знаю. То есть они такую ахинею прописали только потому, что у них не было бумажки в самом решении. Я вам, как обывателям, прежде всего, разъясняю, не как адвокатам, я формулировки, значит, самих вот этих решений, я все вот эти решения, я их опубликую в открытом доступе, поставлю ссылки под настоящей видеозаписью. Значит, и самое интересное, то есть, не было подписки на адвокатскую газету, вы оцените, просто оцените степень ебанутости, значит, и смех, и грех, но просто не было подписки на адвокатскую газету. Все это пиздец. Просто пиздец. Я, кстати, не любитель выражаться, но это точные слова, которые характеризуют нынешнюю ситуацию в адвокатуре. Вот. Причем это хронический пиздец, и неизвестно, когда он завершится. Вот, по моим ощущениям, видимо, долбоебы бессмертные. Ну, они еще и бессменные, но это уже адвокаты иронизируют по этому поводу. Так, значит, что у нас следующее? Следующее нарушение — это то, что Волков Дмитрий Иванович целенаправленно и умышленно пригласил меня. Это было 19 января 2018 года. Кстати, я отмечу, в тот момент у меня было решение, как раз 23 января должна была быть апелляция по, значит, вопросу моего адвокатского статуса, восстановления, не восстановления. Первую инстанцию, спасибо ребятам из Агоры, адвокатам Агоры, мы выиграли. Спасибо Светлане Геннадьевне Скуратович, судье Ленинского районного суда, которая не побоялась принять, я считаю, правильное решение, то есть восстановить мне статус адвоката. Но амелинская группировка зарешала. Тут объективно, ну, надо понимать объективно-политическую расстановку в нашей республике Мордовия. И я даже, знаете, вот все-таки считаю, что вот те конфликты, которые развязала сейчас амелинская группировка вот в нашей республике, они, безусловно, нашей в целом адвокатуре пойдут на пользу. Почему? Потому что вот этот трэш, вот этот мусор, который вот они тут замутили, накидали в нашу республику, рано или поздно эта вся пена схлынет, и мы сможем говорить о том, что действительно адвокаты в республике Мордовия, ну, будут пользоваться уважением. Не как в песне Бутырки продажный адвокат надежды не внушает, а все-таки действительно будут говорить, что да, это ребята, которые действительно умеют отстаивать права граждан. А здесь получается, мы сами собственные права отстоять не можем. Почему? Потому что очень хорошему адвокату буквально с малейшим поводом, то есть не связанным с его профессионализмом, ни одной жалобы от клиента не было, а только вот личные амбиции, как он говорит, президента Адвокатской палаты Республики Мордовия, номинального президента, потому что я его не считаю президентом. Президент — это человек, который гарантирует права, согласно Конституции Российской Федерации. То есть, соответственно, если исходить из федерального закона об адвокатуре, президент Адвокатской палаты гарантирует права адвокатов. Наш президент нихуя не гарантирует ничего адвокатам. Почему? Он только гарантирует себе зарплату и пенсию. Вот такая вот пессимистичная, к сожалению, ситуация, которая
заставляет меня раз за разом прослушивать одну и ту же композицию сам против всех. Такой вот расклад, анализ я вам распишу попозже. Вот на этом мы сегодня и завершим нашу передачу, наш выпуск. Сложный для меня выпуск в каком-то смысле, может быть, выпуск, ставший тем самым Рубиконом, который мне будет интересно переходить раз за разом. Так сформулирую свою кредо, наверное, да? Каждый раз выходить из зоны комфорта и не бояться говорить правду, даже когда один против всех. Берегите себя, не забывайте заниматься киберспортом. Večnim snom ili baviti se istinom. Šta to treba još da se desi, da shvatiš gde si? Torturu prekini da trpiš, vreme je da hrabro skupiš. Kreni hrabro i bori se, jer drugi neće za tebe. Kreni hrabro i bori se, jer žele da te unište. Kreni hrabro i bori se, do konačne pobede. Kreni hrabro i konačno kreni se.